Добрый день, уважаемые абитуриенты. Мы сейчас с вами поговорим об вступительном испытании по основам педагогики и психологии. Меня зовут Надежда Степановна Сытина. Я профессор кафедры педагогики. Вот на слайде здесь представлено, вы видите, что форма сдачи испытаний у вас дистанционная, вид экзамен тестирования, количество вопросов, которые вы получите, 25. Вам дается на это 60 минут. Ну, для поступающих с ограниченными возможностями здоровье увеличивается на 1,5 часа, если уже вы это отметили в документах, которые сдавали для поступления. У вас одна попытка, я прошу обратить на это внимание, одна попытка, 25 вопросов в час. Это вполне достаточно для тех, кто изучал педагогику и психологию. Минимальное количество баллов, которые вы должны набрать, это 40. Максимальное количество баллов 100. Поэтому, естественно, это уже вас ориентирует на то, какое общее количество баллов вы получите и будете иметь уже эти баллы при поступлении, которые будут участвовать уже в рейтинге. Я уже сказала, что дистанционная форма сдачи и у вас этого испытания, поэтому вы обращайте, пожалуйста, внимание на то, какие вам надо придерживаться, каких правил, для того, чтобы и войти, и правильно ответить, и, естественно, получить соответствующие документы. Посмотрите. Значит, первый вход вы делаете через логин и пароль, которые вам отправлены будут на электронную почту. Поэтому папку спам тоже просматривайте, вдруг там попадет эта ссылочка. Далее, последующее посещение сайта вы делаете именно под этим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. То есть вам прислали, вам что-то вас не устроило, пожалуйста, поменяйте пароль, уже под этим паролем будете заходить в следующие разы. Перед каждым экзаменом, не только здесь по основам педагогики и психологии, нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото ваше, где видно лицо ваше и главный разворот паспорта с фото, фамилией, имя, отчество. То есть это обязательное условие, что именно вы проходите тестирование и именно вас отражает система. Время, отведенное на прохождение экзамена, оно ограничено. Я вам уже сказала, это 60 минут. И у вас есть одна попытка. Поэтому, пожалуйста, все эти нюансы нужно учитывать, чтобы не попасть в просак и что-либо не испортить для себя. Далее, для сдачи вступительных испытаний вы заходите на адрес приемной комиссии в личный кабинет абитуриента. Вот, вы видите, здесь отмечено сейчас, это личные, вот, видите, да, отмечено нормативные документы, инструкция дана вам о получении логина и пароля для прохождения вступительных экзаменов. Поэтому вы должны будете уже это получить, если вы не получили это по почте. Поэтому, пожалуйста, на это обращайте внимание. Продублируйте, зайдите, посмотрите, пожалуйста, на то, что у вас должно соответствовать вашему паролю и логину. И тогда вы заходите уже в свой личный кабинет на нашем сайте, и вы все уже будете иметь. Далее,
Расписание вступительных испытаний вы просматриваете, заходите на сайт приемной комиссии. Здесь вы видите, вот вы поступаете на бакалавриат, и здесь бакалавриат и специалитет вместе, вот стрелочкой вам показано. И дальше вы нажимаете расписание вступительных испытаний. Вот здесь вы увидите, что вы сдаете по каждой дисциплине, которая включена в перечень ваших вступительных испытаний. Пожалуйста, обратите, пожалуйста, на это внимание. Далее вы получаете это расписание. Я обращаю ваше внимание, вот здесь выделена желтым строчка расписания вступительных. Я беру основу педагогики и психологии, но у вас здесь еще вот есть, видите, да? Поэтому вы выбираете вот основу педагогики и психологии. Вы можете просмотреть программу, сейчас я ее ниже вам представлю. И дальше вы уже инструкцию о получении логина и пароля я вам показала. То есть вы зашли, вы получили, вы уже все просматриваете. Консультация у вас написана 20 числа. Это для тех, у кого, значит, подавших документы с 20 июня по 20 июля. Поэтому, естественно, вот обратите внимание, можно сдавать 21, 22 и 23 июля с 10 до 10 часов вечера. Но не забываем, в любое время, но у вас на это испытание отводится 1 час. Вы сели в 10, в 11 завершили, все, вы больше уже войти не можете, потому что у вас одна попытка. Резервный день 25 июля, но это в том случае, если вы представите документы, то, что вы не смогли по какой-либо причине пройти тестирование, да, и вы не смогли, вы, пожалуйста, обратите внимание, что вы в этом случае представляете документ, справку или еще что-либо, да, чтобы вам в резервный день поставили. Ну и здесь все объяснено, я думаю, ясно и понятно. Поэтому, пожалуйста, вот это расписание вступительных экзаменов. Вы не забывайте, что у вас дан 1 час, вы отвечаете в любое время, удобное для вас. Далее. Здесь же вы можете посмотреть, вот опять здесь же, где вы смотрели расписание вступительных экзаменов, у вас здесь же в разделе бакалавриат и специалитет дается программа по основам педагогики и психологии. Программу нужно просмотреть. Вот. Почему? Потому что вы в программе уже будете ориентироваться, какие могут быть задания, чего они могут касаться, каких вопросов, проблем, основных понятий, направлений и так далее, каких-либо форм, методов, или по педагогике, или по психологии, истории педагогики, истории психологии, там все это есть. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот эта программа. Значит, и вы программу можете скачать, когда откроете ее, там, где я вам показала в личном кабинете, зайти, да, и вы уже видите, и здесь все вам опять проводится использование дистанционных технологий, с помощью каких, все здесь написано, надо это внимательно вам изучить, просмотреть, и, в общем-то, понять, что состоит 2 основные части, по которым вы проверяетесь, тестируете, проходит испытания. Это, значит, основа педагогики, основа психологии. Поэтому вот эти основные моменты вы просмотрите, потому что по ним и будут задаваться задания, вопросы, на которые вы будете отвечать. Поэтому изучить программу надо, вы люди грамотные. Вы же учителя, работать с программой вам нужно уметь. Поэтому, пожалуйста, вот все внимательно просматриваете и уже видите, как вам готовиться и на какие моменты обращать внимание. Я так думаю, что вся программа, если вы скачаете, там есть и список литературы. Далее, вот примерные задания.
которые могут быть, я вам здесь специально привела, какие могут, вот посмотрите, исключи лишнее, то есть какие следующие уровни общего образования. Вот вы, пожалуйста, посмотрите. Базовая культура личности, исключить лишнее, то есть фактически вам показывается, что это имеется здесь один ответ. То есть в данном случае исключить лишнее, а не лишнее. Да? Вы обращаете внимание на то, сколько может быть ответов. Да? И в любом задании тоже. Если даются определения, вот, например, устойчивые личностные свойства субъекта поведения, изнутри побуждающих к совершенствованию определенных действий, есть, выбираете, что это есть. Устойчивое личностное свойство. Поэтому все, конечно, определения, их нужно знать для того, чтобы правильно ответить. Дальше. Испытываемая человеком нужда, выражающая зависимость всего от конкретных условий существования, есть. И, пожалуйста, найдите. Я думаю, что вы без меня это знаете, что это потребность. И так далее. То есть вот таких заданий здесь у вас будет 25. Они будут из педагогики, из психологии взять из 5 разделов. То есть это будет уже выборочно взято. И вы на это тоже обращайте, пожалуйста, внимание. Вот. Почему? Потому что особое внимание, конечно, уделяйте психологическим вещам, психическим процессам, внимание, память, речь и так далее, чтобы их очень хорошо знать. Основные понятия из психологии, но и из педагогики основные формы, методы вам очень хорошо надо знать, историю педагогики, кто какими проблемами занимался, что исследовал и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, на это обратите внимание. Литературу лучше вы можете использовать ту, по которой вы обучались в колледже, да, раз у вас специальное профессиональное образование. Этого вполне достаточно. Там нет вопросов, которые вы не изучали, вы не знаете. То есть фактически мы опираемся на то, чтобы вы были с этим знакомы, могли ориентироваться и отвечать достаточно полно, ясно вот на поставленные вопросы. Поэтому вы можете открыть программу, взять учебник и сравнить, и все это вы прекрасно увидите. Далее, если у вас останутся все-таки какие-либо вопросы или появятся какие-то проблемы, с которыми вы столкнетесь, пожалуйста, вот я вам оставляю свой электронный адрес. В этот день, когда у вас консультация, вы можете мне написать, я вам отвечу. Можете оставить свой телефон, я вам перезвоню, если это длительное, нужно вам общение. То есть задаете вопрос, присылаете мне на почту и оставляете телефон свой и имя, потому что чтобы я к вам могла обращаться, чтобы у нас была двухсторонняя связь. Вы меня видите, как зовут, чтобы видела я. И я вам перезвоню, и мы с вами побеседуем. Я думаю, что все неясности, все проблемы, которые у вас возникнут при подготовке, у вас уже уйдут, и вы спокойно приступите уже непосредственно и к подготовке к испытанию, и его организации. Спасибо за внимание. Если, еще раз говорю, у вас возникнут вопросы, вот таким образом мы поступаем. Вы мне пишете, оставляете телефон, и я вам перезваниваю. Всего доброго, до свидания, удачи вам, ждем вас в нашем университете.